Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ça y est, meeting goes za Palestinu. Organizators, Milš Mobzarat van Baldriasha. Masik taj meeting ishon erlecht. Hani da dorpa. Kegi na bu of hadata. Duk adam dans. Her lehtish meeting gata. Марш ехал по всей центральной части Страсбурга. Значит, тут адам до французы, мусульмане, многие, люди всех происхождений, всех религий против насилия в Палестине. Против нарушения прав человека. Donc ici on est rassemblés aujourd'hui place de l'université, donc en face du palais de l'université à Strasbourg. Donc contre les agressions. Университет, где университет Елчига, остановка университета, Сигер ден задел доктор. Donc on est réunis ici pour exprimer notre soutien au peuple palestinien. On est tous sortis pour la paix, pour le respect du droit international. Donc des gens de toute origine, de toute religion protestent contre les agressions, contre la violation des droits de l'homme et pour le respect du droit international. Donc la Palestine, comme tous les autres, comme toute autre nation, a droit au respect, à la protection, à la sécurité. Allah diyorum bu sorun ne yapar? WhatsApp bu sorun ne yapar? Oluyor. Bu sorun ne diyorum? Burada doş da Allah diyorum. Çok politik. Assalamu alaikum. Можете сказать, что там происходит? Алло. Можешь рассказать, где это происходит? Это происходит в Страсбурге. Значит, мы отправились от университета. Значит, мы отправились от университета и идем в центр города Страсбурга. Ага. А кто там собрался? О? Кто там собрался? Здесь очень много людей, даже перечислить не получится. Здесь и турки, и арабы, и уйгуры, и наши соотечественники. Французы, конечно же. Все, вот мы видим флаги, значит, Палестины, флаги Алжира, флаги Ичкерии, флаги Турции. Все здесь, алхамдулилля. Машаллах. А как правительство, как к этому относится? Это легально? Как французское правительство к этому относится? Это легально? Значит, было две заявки на митинг. Мы вот поэтому так получилось. Были две заявки на митинг. От местных ассоциаций. Две заявки были. Одну запретили, а этим разрешили. Значит, и все сюда пришли, короче. Все ассоциации пришли сюда. Несмотря на общий запрет от министра внутренних дел, он как бы всех
местных префектов призвал запрещать но все-таки в Страсбурге прошло. В Страсбурге санкционировали именно вот этот митинг. Ну, если я не ошибаюсь, Франция, в принципе, против Израиля, да, в этом плане? Не, они, конечно, сказали по-другому, они сказали, что они боятся, что из районов вот эта вот криминальная молодежь присоединится и устроит бардак. Потому что очень чувствительная тема. В 2014 году уже было, значит, были такие митинги, и там произошли стычки. И во избежание этого они запретили в этот раз как бы. Вот под таким предлогом. Сколько там примерно человек собралось? Здесь 1000 людей. Это вот вся улица. Я даже не вижу ни края, ни конца. Можешь поднять телефон сверху, чтобы посмотреть? Маша Аллах, Маша Аллах, Маша Аллах. Маша Аллах, очень хорошо. Я вам очень благодарен, Барак Аллах, что вы там пришли, что вы поднимаете флаги, что люди видят, что вы вместе с народом, что вы вместе с мусульманами. Это очень важно, потому что нам нужна такая поддержка в будущем самим. Если мы сами не будем поддерживать других людей, то и ожидать помощь тоже не приходится. Маша Аллах, Барак Аллах, фик. Мы за то, чтобы соблюдался, значит, закон, мы за то, чтобы соблюдались договоренности на по международному праву, мы за то, чтобы, значит, резолюции ООН исполнялись. И мы категорически против того, чтобы кто попало, посягал на нашу мечеть, на святую мечеть Аль-Акс. Это наша святыня, это то же самое, что и Каба, и то же самое, что и Медина. Сегодня, если будут посягать на Мекку, или на Медину, или на Аль-Акс, это для нас одно и то же. Мы просим Аллаха, чтобы Он уберег мусульман от всего зла, и чтобы Он уберег эту мечеть, и чтобы вот эта причина, хоть она и маленькая причина, конечно, но чтобы она хотя бы немножко легла на весь наших благих деяний в судный день, как оправдание перед Аллахом. Иншаллах, иншаллах. Аллах был. Ислам, ты хочешь даться узал? Юрверсу там. Давай, да, думаю, да. Маша. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Батарек. Реально, не слушаю. Запланировано обязательно общим запрет со стороны, значит, Министерства внутренних дел. Была, значит, такая рекомендация, чтобы запретить все митинги в защиту, значит, Палестины. Однако здесь в Страсбурге, значит, две заявки было подано. Одну, значит, отказали, а вот эту ее, оказывается, разрешили. Но мы не стали рисковать, мы не стали вас призывать, значит, к митингу, потому что если это было бы незаконным, то мы бы были ответственны и перед вами, и перед законом. Но вот этот митинг, значит, его разрешили. И даже вот само это, сами призывы в соцсетях были, значит, имели негативное как бы влияние на решение префектов, потому что когда заявляли о митинге, всегда спрашивали, сколько будет людей, и под претекстом, что, значит, под предлогом, что много людей, они не давали разрешения, потому что, значит, ну, условия санитарные не будут соблюдаться. И поэтому каждый, кто делал призывы в соцсетях, их как бы, ну, это влияло негативно, значит, тем, кому отказали, именно на основе, среди прочих, на основе этого довода отказали. Сегодня, значит, нам сообщили, что все-таки один митинг будет, значит, начиная от дворца, студенческого дворца в Страсбурге, ну, университетского дворца, оттуда, значит, маршем пройдут прямо до центра. И вот так мы здесь собрались, значит, как-то спонтанно все пришли, те, кто пришли, значит, соответственно, они пришли спонтанно.
мы же заранее объявили, что митинг отменен, потому что увидели вот это постановление министра, и чтобы людей как бы не подставлять, мы решили не призывать к митингу официально с нашими ресурсами. Но, алхамдулилля, люди собрались, наши соотечественники тоже пришли, вот я здесь очень много женщин видел, молодых людей, даже пожилых людей видел, наших соотечественников. Вот прямо в центре этого марша, прямо вот на финальном этапе, как вы видите, водружен также наш флаг, флаг Чеченской Республики Ичкерия. Не знаю, могу я подняться. Ну, как бы ни было, здесь вот все представители всех общин, которые живут здесь во Франции, представлены. Значит, будь это местные, французы, турки, выходцы с Северной Африки, марокканцы. Вот ливанский флаг, сейчас мы видим. Так что очень эффектная получилась манифестация. Люди, когда мы проходили по улицам, люди смотрели из окон, прямо хлопали, аплодировали нам. Вот в таком как бы очень мирном, соблюдая, значит, все нормы правопорядка, был проведен этот митинг. И мы надеемся, что это будет одной из причин того, что народ Палестины, люди Палестины, те, кто там живут, те, кто лишены, значит, всех прав, все-таки получат поддержку международного сообщества и поддержку всего населения всех стран. Вот, как вы видите, вот мы здесь как бы на последнем этапе. Конечная остановка. Молодые люди как бы поднялись на вот эту вот арку с разными флагами. Флаг Марокко, флаг Алжира, флаг Турции. Батарейка, аяла, бяхма вылучсон. Батарейка на исходе уже. Был очень длинный эфир. Как мы всегда повторяем, мы значит, всегда за дипломатию, за соблюдение международных соглашений, за соблюдение закона. Все должно проходить в рамках закона. Мы осуждаем все акты насилия, но мы также требуем соблюдения прав, элементарных прав человека, соблюдения прав наших святынь, чтобы на них не нападали. Я продолжу, пока не закончится батарея. Я возьму новые фото.